Бывший солдат из спецназа, ноги сломал он когда-то, зараза. Ездил на кресле, такое несчастье, с собой увозил он для кресла запчасти. Принес он хирургу коньяк и конфеты, и вот прилетел на другую планету. Сдружился там с теткой из фильма «Чужие», сказала, что даст ему ноги другие. Лег он в солярий, чтоб стал синим загар. Все, зашибись, он теперь аватар. И изменился наш герой, стал голубой. 3 метра рост, на попе хвост и не больной. Все время синий, но не слышен перегар. Солдат бухает, а страдает аватар. Это ее принципиальная позиция. Поняла? Да нет. Полковник со шрамом поставил задачу построить ему 3-этажную дачу. Но есть на планете небольшая проблема. На месте застройки живет одно племя. Надо солдату в лесу поселиться, чтоб с племенем этим договориться. И вот наш солдат отправляется в лес. Влюбился в девчонку, попробовал секс. На этой планете такие законы, что можно любить и коня, и дракона. Признало племя чужака, теперь он свой. Ему так классно, что не хочет он домой. Он в центре дерева квартиру получил. И тут же про приказ полковника забыл. Полковник скотина запомнил обиду. Решил он из пушек отомстить инвалиду. Походу военный поехал мозгами. Представил, наверное, что он во Вьетнаме. Ему показалась хорошей идея ракетный удар нанести по деревьям. Но в племени тоже был свой генерал. Он тоже на голову, видно, страдал. По кораблям стал стенной броней. Он бросил отряды с копьем и стрелою. И треснул мир напополам, дымит разлом. И льется кровь, идет война, добра со злом. Но мы же знаем, кто в конце всех победит. Узнает мир, на что способен инвалид.